Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Продолжается подготовка к пожароопасному сезону. Министр экологии Якутии посетил построение лесопожарных формирований. Сколько возгораний ликвидировано за сутки. Первокурсники Алданского медколледжа сдают экзамены. Испытания проходят в демонстрационной форме. Якутяне начинают задумываться о предстоящем отпуске. Варианты есть, несмотря на сложную эпидобстановку, что готовит этот туристический сезон. В связи с распутицей ограничено движение на ряде дорог в Якутии. По сообщению пресс-службы Минтранспорта региона приостановлено движение машин массой до 3 тонн на 506-м километре автодороги Вилюй-Хампа-Кобяй с подъездом к селу Богодя в Вилюйском и Кобяйском районах. Соответствующие ограничения ввели на автодороге Майя-Тюнгюлю-Барагонцы в Мегино-Кангаласском улусе. В результате резкого поднятия уровня воды и затопления подходов к мосту через реку Мингири на автодороге Битюнцы, Сулгачи, Мандыгай, Чурапча закрыто движение для всех видов транспорта. Кроме того, запрещен проезд по автодороге Асыма, Бескюэль, Кобяй, Сангар. Теперь о лесопожарной обстановке. По данным авиалесоохраны, за прошедшие сутки ликвидировано 2 природных пожара. Это уменьшило площадь горения лесов на 17 гектар. На тушение привлекалось 26 человек и 4 единицы техники. Особый противопожарный режим действует на территории Миконского, Татинского, Тампонского, Верхневилюйского, Вилюйского и Сунтарского районов. Вместе с тем продолжается подготовка к пожароопасному сезону. Сегодня министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев посетил построение лесопожарных формирований Якутлесресурса и авиалесоохраны. Глава ведомства проверил готовность сил и средств к сезону пожаров, материально-техническую оснащенность, а также обратился с напутственным словом к личному составу. С начала сезона в республике уже зарегистрировано 53 лесных возгорания. Перед лесопожарными формированиями Минэкологии Якутии стоит серьезная задача – препятствовать распространению огня и не допустить его перехода в населенные пункты. Сахамин Афанасьев особо отметил бойцов, которые на следующей неделе убывают в поселок Батагай Верхоянского улуса, где в этом году открылось новое отделение. Мы сегодня дали напутствие и настрой нашим бойцам. Ребятам предстоит очень сложный сезон, вдали от домов и от семей. Это июнь, июль, август месяц, ну и даже включительно сентябрь месяц. Наши бойцы будут бороться с огненной стихией. Прошли соответствующее обучение. В этом году по указу главы Республики Саха-Якутия сформировали новое отделение Батагайское. Ребята прошли обучение и буквально на днях убудут в Батагай для несения службы. В Ленске продлен отопительный сезон. Такое решение принял глава города в связи с низким температурным режимом. Температура воздуха ночью достигает минус 4 градусов и держится она уже более недели. Такие погодные условия не позволяют отключить централизованное отопление в многоквартирных домах. Так принято решение, пока не установится температура более 8 градусов в течение 5 дней. Все ресурсоснабжающие организации будут продолжать свою работу. Продлим отопительный период для того, чтобы дети, которые ходят в детский сад, дети, которые ходят в школу, ну и вообще, чтобы домой прийти вечером было уютно, тепло. Поэтому мы решили его сейчас вот приостановить, постановление о прекращении отопительного сезона и, ну, наверное, продлим на дня 3-4. Ну, посмотрим, как будет температура наружного воздуха. 9,5 миллионов карат алмазного сырья планируют добыть в Накыне. Такую планку поставили работники Нюрбинского ГОКа на встрече с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Ивановым. За один день делегация успела побывать на всех производственных объектах. На встрече поднимали вопрос о расширении карьера Нюрбинский. Также говорили об опытно-промышленных испытаниях. А именно в этом году хотят укладывать хвосты в геотубы. Это новая методика укладки, используется в «Алроса» впервые. Кроме того, в прошлом году на 16-й фабрике внедрили насос высокого давления. В работе оборудование оказалось надежным, поэтому в первом полугодии следующего года на Нюрбинской площадке установят еще 6 таких. Это повысит производительность пресс-фильтрации.
Узнай свой ВИЧ-статус. Сегодня и завтра Центр СПИД Республики совместно с волонтерами и медиками проводят бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Анализ берут в мобильном пункте на площади Орджоникидзе города Якутска с 10 до 16 часов. Делается это для ранней диагностики инфекции, повышения информированности населения в вопросах профилактики ВИЧ и СПИДа. Если говорить о статистике, то с начала этого года в Якутии выявлен 61 ВИЧ-инфицированный. Умерло за все годы наблюдения 447 человек, из них с диагнозом СПИД 165. На 1 мая ВИЧ-инфекция была зарегистрирована в 33 районах республики, более чем у 2500 человек. ВИЧ-инфекция – это болезнь социально значимая, болезнь поведения. То есть напрямую от каждого человека зависит, смогут они заразиться этой инфекцией или нет. Вот. Ну а я как специалист призываю каждого горожанина, россиянина проходить регулярное обследование на ВИЧ-инфекцию как минимум 1 раз в год при достижении 18-летнего возраста. Тем более, что анализ на ВИЧ-инфекцию – это добровольный и бесплатный для россиян. Первокурсники Алданского медицинского колледжа сдают экзамен по специальности «Медицинский и социальный уход». Испытания проходят в демонстрационной форме, а по результатам будущие медики получат свой первый документ о профессиональном образовании. Они станут младшими медсестрами по уходу за больными. На экзамене побывала Татьяна Вахнина. Медсестра измеряет давление, проверяет пульс, а также уровень сахара крови. Пациентка чувствует себя неважно. В анамнезе серьезные хронические заболевания. К счастью, девушка здорова, а причины, по которым она получает лечение в режиме дневного стационара, определены условиями задачи. А будущая медсестра пока только заканчивает первый курс и сейчас сдает дисциплину «Медицинский и социальный уход» в форме демонстрационного экзамена. Практическая часть они отрабатывают на площадках модулей, которые нам заявлены по медицинскому социальному уходу. Демонстрационный экзамен проходит на 4 зонах. В рамках первого модуля действие совершается в условиях дневного стационара. Второй модуль предполагает уход за больным на дому. По условиям задачи пациенту, мужчине пожилого возраста, тяжело передвигаться. Ухаживая за больным, медработник обучает его навыкам самообслуживания. Я показала, как ему передвигаться с помощью роллатора и помогла умыться и почесаться. В Алданском медицинском колледже демоэкзамен по профессиональным стандартам WorldSkills проходит во 2-й раз. В этом году процесс демонстрируется в режиме онлайн. Знания показывают студенты-первокурсники, будущие акушерки, фельдшеры и медсестры. Демонстрационный экзамен станет для них первой ступенью в профессию. Сдав его, студенты получат рабочую специальность. Они по окончании сдачи экзаменов они должны получить скиллс-паспорта и свидетельство младшего медицинского работника. Первый документ медицинский получается у нас. В качестве экспертов присутствуют старшие медицинские сестры Алданской центральной районной больницы. Нетрадиционная форма, а также оценка знаний профессионалами заставляют студентов волноваться чуть больше, чем обычно. Отличные знания, да? Вот та теория, которую преподали преподаватели Алданского медколледжа, сейчас мы видим результаты их знаний. То есть и на практике, и на теории. Все ответы полные. Студенты, конечно, очень волнуются, так же, как и мы, эксперты, за них волнуемся. Проведение демонстрационного экзамена рассчитано на неделю. Кроме профессиональных знаний и навыков, эксперты оценивают коммуникабельность будущей медсестры, умение найти с пациентом общий язык и доходчивость объяснений. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Почти 600 детских лагерей откроют в Якутии в этом летнем сезоне. Охватить планируется 38 тысяч ребятишек. В этом году из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей на улучшение материальных баз стационарных учреждений отдыха. Средства направлены на ремонт корпусов и площадок. А со следующей недели начнется прием заявок онлайн-формате на получение путевок. Согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость должна составлять не более 75%. Предусмотрена работа по 2 схемам. Первая. Вожатые работники и дети в течение 21 дня не покидают территории лагеря. Вторая. Организация вахтовым методом. То есть сотрудники учреждения должны будут предъявлять каждую неделю справки об отрицательном результате на ковид. Родители могут подать заявление в лагерь на портале государственных услуг. Также в этом году вводится
туристический кэшбэк. Это означает, что 50% от стоимости путевки будет возвращена родителям. То есть где-то примерно в течение 5 дней. Но там нужно будет оплатить. То есть этот кэшбэк можно получить через оплату по сайту. Обязательно картой МИР должно быть. В Нерюнгринском районе также идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании. Этим летом планируется открытие 20 площадок для организованного отдыха на базе школ и в лагере мужества. Сегодня проходят последние подготовительные работы и начинается приемка лагерей. Летние площадки при школах начнут работать с 5 июня, лагерь мужества с 12 июня. Во всех лагерях запланированы 2 смены. Всего планируется примерно по подсчетам. Мы прогнозируем оздоровить именно в летних оздоровительных лагерях в наших учреждениях, подведомственных нам, в системе управления образования, 1565 детей. Ну а планируется по прогнозам, по опросу родителей, более 4000 человек наших детей планируют выезды с родителями в другие лагеря, которые могут обеспечить родителей своих детей. Тысячи якутян тоже задумываются о предстоящем отпуске. Кто-то поедет на дачу, кто-то начнет осваивать маршруты внутри Якутии. А многие решат отправиться за пределы, если позволит эпидобстановка. Что готовит этот туристический сезон, узнавал Максим Кардозу. Вопрос, куда поехать отдохнуть, один из самых востребованных сейчас. В условиях закрытых границ и пандемии уже 2-й год подряд российские курорты – это тот вариант, который выбирают многие. Тем более, что кэшбэк за путевку внутри страны продлили и на этот сезон. Таким образом, вернуть можно до 20 000 рублей, потраченных на отдых. Точно больше 20% дополнительного потока наши регионы, в первую очередь черноморские, получили благодаря кэшбэку. И, на мой взгляд, это просто одна из самых действенных мер поддержки не просто внутреннего туризма, но и потребителя в первую очередь. Потому что я напомню, что деньги получает не участник рынка, а именно турист. Это, конечно, стимулирует всю историю, то есть по цепочке это большое значение имеет для всей индустрии. Традиционно самое популярное направление – это Краснодарский край. Ольга Гусейнова в этом году перебралась с семьей из Якутии в Анапу и решила открыть гостевой дом. К приему гостей уже все готово, тем более, что сезон обещает быть жарким. Сочи, Анапа, Геленджик, по всему Черноморскому побережью, что сезон будет вау-вау, очень бурный. Уже сейчас идут брони, люди звонят, люди беспокоятся, люди готовы отдыхать. Несмотря на пандемию, можно улететь и за границу. Открыты Арабские Эмираты, Куба, Кипр и еще ряд стран. Правда, многих интересует вопрос, когда запустят чартеры в Турцию, где привыкли отдыхать миллионы россиян. По Турции ведутся переговоры. Приезжала делегация турецкая и прошла встреча на достаточно высоком уровне. И по нашей информации на этой неделе станет известно, когда отправится российская инспекционная делегация в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан. И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. По мнению экспертов, многие россияне в этом году продолжат активнее осваивать не только морские курорты и отправиться в путешествия по стране. В 2020-м среди лидеров по туристическому потоку были Бурятия, Алтай, Тюменская область. В этот раз к этому списку могут прибавиться и более экзотические места, например, Якутия. А ведь в нашей республике есть чем удивить гостей. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.